Сегодня мы с вами проводим вебинар на тему «Организационные вопросы проведения всероссийских профессиональных олимпиад для УЧИ общеобразовательных организаций в 2021 году». Олимпиада – это очень важный момент, важный этап в жизни любого человека, будь это ученик или педагог, или спортсмен. Олимпиада – это профессиональный конкурс для выявления лучших специалистов в своей области. И вот в этом году мы впервые, Государственный институт развития образования проводит такой вот организационный вебинар для того, чтобы как можно больше учителей Республики Коми включились в это профессиональное соревнование. Рассмотрим следующие вопросы. Цель и задачи олимпиад. Мы с вами поймем, почему же речь идет не об одной олимпиаде, а о нескольких профессиональных олимпиадах. Так, определим, по каким направлениям проходит олимпиада, кто может стать ее участником, как осуществляется регистрация участников олимпиад, и дадим характеристику этапов, 3 этапов, по которым будет проходить олимпиады, будут проходить олимпиады, и какие награды получат участники олимпиад на каждом из его этапов. Ознакомимся с основными положениями всероссийских профессиональных олимпиад. Цель олимпиад заключается в том, чтобы повысить статус профессии учителя. Задачи олимпиады – это выявление, поддержка и поощрение деятельности учителей и школьных педагогических команд субъектов Российской Федерации. Совершенствование у педагогов профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения высокого качества образования. Это распространение современных практик по формированию предметных, метапредметных компетенций и развитию функциональной грамотности педагогов. И очень важная задача – это формирование экспертного сообщества педагогов, победителей профессиональных олимпиад для обсуждения и реализации федеральных проектов в сфере образования. Олимпиады проводятся по 3 направлениям. Первое направление – это метапредметная олимпиада «Команда большой страны». Второе направление – это олимпиада для учителей естественных наук. И третье направление – это олимпиада для учителей информатики. Учредителями и операторами олимпиады являются следующие структуры. Учредитель – это учредитель олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации, федеральный оператор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Академия Минпросвещения России, и региональным оператором выступает Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Коми, Республиканский институт развития образования. А я, Новикова Ирина Дмитриевна, являюсь координатором, региональным координатором этой олимпиады. Кто может принять участие в олимпиаде? Для каждого направления свои очень простые требования. В метапредметной олимпиаде «Команда большой страны» принимают участие 4 педагога, и команда формируется из учителей общеобразовательных дисциплин. В команде из 4 человек выбирается капитан, и команда таким образом будет сформирована. Количество команд, которое может выставить наша республика, не ограничено. Следующее направление – это олимпиада для учителей информатики. Здесь нужно обратить ваше внимание на то, что в олимпиаде могут принимать участие не только чистые учителя информатики, которые только ведут этот предмет, но также и учителя математики, ведущие информатику. И третье направление – это олимпиада для учителей естественных наук. Сюда, в олимпиаде по этому направлению могут принять участие учителя физики, химии, биологии, общеобразовательных организаций. Вот такие участники. Нужно сказать, что, еще раз повторяю, что количество участников не ограничено. Вот сколько
все желающие без ограничений могут принять участие в направлениях данных олимпиад. Сроки проведения олимпиад. Значит, олимпиады проводятся строго определенные сроки: дистанционный этап, региональный этап и всероссийский финальный этап. Нужно сказать, что дистанционный этап проводится в срок с 6 сентября по 27 сентября 2021 года. Но нужно сказать, что этот срок, он довольно-таки, вот как видите, он продолжительный, 3 недели, и участники могут выбрать сами любой для себя день для того, чтобы выполнять олимпиадные задания. Затем следует региональный этап. Обратите, пожалуйста, внимание, что региональный этап для разных направлений проходит в разные сроки. Метапредметная команда выполняет олимпиадные задания с 15 по 29 октября. Так? Затем проводится проверка работ. А учителя-предметники принимают участие в олимпиадах, начиная с 22 сентября. Ну и всероссийский или финальный этап, он будет проводиться очно в том регионе, который будет определен федеральным оператором. Метапредметная олимпиада будет проходить очно с 1 по 3 декабря, олимпиада для учителей информатики с 17 по 19 ноября и олимпиада для учителей естественных наук с 24 по 26 ноября. Нужно сказать, что наша республика получила приглашение от федерального оператора, и за нами закреплен ключ приглашения, используя который, нужно обращать ваше внимание, что только школьные предметные команды, они будут регистрироваться, используя данный ключ. А для учителей-предметников использование такого ключа не нужно будет. Информация об Олимпиаде представлена по электронным адресам, которые вы видите на слайде. Доступ очень простой, и можно будет получить всю доступную информацию, которая будет непонятно изложена мной сейчас в нашем вебинаре. Нужно сказать, что регистрацию проходят по-разному учителя, предметники и школьные команды. Первым проходит регистрацию капитан команды в системе, единая система регистрации, используя ключ приглашения. И затем уже капитан команды помогает зарегистрироваться членам своей команды. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что нужно не забывать прописывать название региона, населенного пункта, школы или образовательной организации в соответствии с уставом вашей образовательной организации. Указывается для всех участников Олимпиады должность и адрес электронной почты. Желательно указывать личный адрес электронной почты, а не адрес школы. Регистрация учителей-предметников тоже проходит в единой системе регистрации на сайте проведения Олимпиады, и таким образом в процессе регистрации участники попадают в личный кабинет и регистрируются в нем. Так, и вот вся информация о том, какие успехи вами достигнуты при выполнении олимпиадных заданий, как раз будет все изложено в вашем личном кабинете участника. Дистанционный этап. Ну, как только вы зарегистрировались, определили дату участия в Олимпиаде, так, вы приступаете к выполнению олимпиадных заданий в дистанционной форме. Время испытания 4 часа 240 минут. И на такой еще нюанс нужно обратить внимание, что задание можно выполнить только один раз.
и затем вы будете переходить к другому заданию, и вернуться к первому заданию, например, будет уже невозможно. Вот это вот такая вот особенность. Подведение итогов дистанционного этапа. Проверка результатов дистанционного этапа будет проходить автоматически. И спустя, по-моему, где-то 5 дней после завершения дистанционного этапа в личном кабинете участников будут представлены результаты. Победитель устанавливается на основе рейтингового списка. Победителем будет тот на дистанционном этапе, кто набрал большее количество баллов. Максимальное количество баллов пока еще нам неизвестно. Но если участники набрали меньше 50% баллов, то в таком случае они не будут признаваться победителями и призерами. Призеры. Призерами считаются участники, как команды, так и учителя-предметники, которые следуют далее по списку после победителя. Ну, вот определилась команда-победитель, и следующие за ней 10 команд в рейтинге, они будут считаться призерами. Возможно, что будет 2 победителя, на это тоже нужно обратить внимание. Вдруг несколько школьных команд наберут одинаковое количество максимальных баллов. Они все будут признаваться победителями. Ну и далее мы видим информацию, что призерами будут считаться 50 учителей по информатике и 30 учителей физики, 30 учителей химии, 30 учителей биологии. Ну, конечно, цифры здесь приведены очень значительные. Такого количества, наверное, учителей у нас не примет участие в Олимпиаде, но кто знает. Но все победители затем, они будут приглашены на региональный этап. Региональный этап будет проходить в Республиканском институте развития образования на нашей базе. И какие правила, какие требования предъявляются для проведения этого этапа? Ну, например, если школьная команда у нас будет принимать участие в региональном этапе, то для каждой школьной команды будет предлагаться отдельный кабинет, а для участников, предметников, будет предлагаться персональный компьютер. Какие еще здесь новшества будут? Новшество будет заключаться в том, что в аудиториях будут находиться наблюдатели, минимум 2 человека, так, или будет вестись видеонаблюдение. Кто может быть наблюдателем? Наблюдателем могут быть сотрудники КРИРО, представители профсоюзных организаций, так, или наиболее опытные учителя-предметники, представители других школ. Время выполнения олимпиадных заданий также ограничивается 4 часами. И сохраняются тоже условия, что задание можно выполнять будет только 1 раз, и затем уже к нему возвратиться и исправить нельзя. Так. Порядок проведения регионального этапа так, следующий, что метапредметная олимпиада проводится с 15 по 29 октября 2021 года. 15 октября – это пятница, поэтому проверка и информация о результатах будет известна с 18 числа, это понедельник, по 29 октября. И результаты регионального этапа метапредметной олимпиады будут доступны в личных кабинетах, которые вы оформили как члены команды, с 31 октября. Победителями регионального этапа признаются это одна команда из тех, которые у нас попадут на региональный этап. И для учителей-предметников это по 1 человеку. Нужно сказать, что по результатам выполнения заданий никакие апелляции приниматься не будут. Это указано в положении.
Количество призеров регионального этапа определяется региональным оператором по каждому из направлений, исходя из следующих условий, что количество призеров регионального этапа не может составлять более 10%. Призером не признаются участники или команды, которые набрали менее 50% от максимального количества баллов. Победители регионального этапа будут принимать участие во всероссийском финальном этапе. Ну, про то, как будет проходить всероссийский этап, положение четко не определено, где это он будет проходить. Ну, наверное, условия будут примерно те же самые. Это будут какие-то командные выполнения и тестовых, и кейсовых командных заданий. И в итоге будут определены только одна команда-победитель, один учитель информатики, один учитель физики, один учитель химии и один учитель биологии. Призеров будет больше. Это 4 команды. 4 команды от каждой школьных команд, по 4 школьных команды, 4 учителя информатики и далее по 4 учителя естественных дисциплин. Ну, наверное, всех интересуют особенности и награждения. То есть все участники, ну, например, если мы возьмем дистанционный этап, то все участники дистанционного этапа получат соответствующие электронные свидетельства, или это будет электронный диплом победителя, электронный диплом призера, или это будет электронный диплом просто участника. Ну, а далее уже будут проводиться награждения в соответствии с уровнем этапа. Но учитывая то, что все участники дистанционного этапа будут награждены, так или иначе отмечены, то я думаю, что есть смысл попытаться принять участие в дистанционном этапе, а вдруг у нас все получится хорошо. Как держать обратную связь? Ну, в каждом информационном письме, которое было направлено на управление образования, указаны данные регионального координатора всероссийских олимпиад. Так? И можно звонить мне по телефону или писать на электронный адрес. Положение об Олимпиаде тоже размещено на сайте, и, пожалуйста, здесь на слайде, и, по-моему, даже еще на предыдущих слайдах в самом начале нашей презентации я тоже предлагала эту ссылку на сайт. Ну, конечно же, всем нам интересно, а какие вопросы будут в Олимпиаде. Ну, я думаю, есть смысл повторить нормативно-правовое сопровождение образовательного процесса, обратить еще раз внимание на содержание закона об образовании, на федеральные государственные образовательные стандарты и посмотреть, настоятельно рекомендую посмотреть также и характеристику функций, которые определены в профессиональном стандарте педагог. Вот такого рода выполнение тестовых заданий или заданий, связанных с решением каких-то кейсов, я думаю, они будут. Да, и еще не забудьте, пожалуйста, о том, что у нас сейчас осуществляется и инклюзивное образование, и вот есть смысл повторить также и требования к организации учебного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну, в каких-то вот заданиях были такого рода кейсы, как, например, в вашем классе учится ребенок с нарушениями зрения, или с нарушениями слуха, или с нарушениями опорно-двигательного аппарата. То есть какие условия нужно создать этому ребенку. Так. Ну вот
такой вот маленький установочный вебинар. Время у нас еще есть, хотя неделя с 6 сентября идет регистрация и включение участников в организационный процесс. Но вот отпуска, выход из отдыха немножечко затянул у нас вот это вот установочный вебинар, отодвинулся, но время еще есть. И напоминаю, что вы сами можете выбрать дату своего участия в дистанционном этапе. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Какие-либо у нас есть вопросы? Так, ответьте, пожалуйста. Так, ну что же, вопросов нет. Спасибо вам за внимание. Я желаю вам успехов и участия в нашей Олимпиаде. Ждем вас. До свидания.